XIX века. В крымских селах все еще можно найти стариков, родившихся в последние годы существования Крымского ханства. К столетнему юбилею своей жизни под российским флагом крымско-татарское сообщество неузнаваемо изменилось. Людей стало меньше, намного меньше. После нескольких волн массовой иммиграции в Турцию крымские татары стали этническим меньшинством на полуострове. Начавшись в 1780-х, этот массовый исход продолжался до сих пор и будет продолжаться до начала 1900-х. За пределами крымско-татарских сел и городских кварталов бурлит иная жизнь. Россия наращивает мощь, строит порты и южнобережные дворцы, фабрики и верфи, прокладывает железные дороги, воспевает чарующую Тавриду в стихах и картинах. В этой кипучей жизни основной массе крымских татар отведено место наблюдателей. В лучшем случае наемной рабочей силы. В хронике тех лет не найти имен не только крымско-татарских ученых, инженеров, архитекторов, деятелей искусств, но и хотя бы сколь-нибудь крупных коммерсантов, какими славилась, например, Казань. Что же до высокородных представителей крымско-татарской знати, точнее потомков той части крымской знати, что не полегла в колониальной войне, не эмигрировала за море и согласилась присягнуть российской короне в обмен на сохранение своих привилегий, эти люди были крайне далеки от того, чтобы стать политическими лидерами своей нации. Одним из самых разрушительных последствий падения ханства стало то, что народ в одночасье лишился своей интеллектуальной верхушки. Все эти вдохновенные придворные мудрецы и мыслители, чьи витиеватые сочинения наполняли библиотеки при бахчисарайских мечетях и медресе, исчезли из столицы вслед за ханским двором. Нить знаний и традиций, сплетавшаяся столетиями, была прервана, и к середине XIX века даже муллы при ханской мечети в Бахчисарае уже не помнили имена ханов, похороненных рядом в Дюрбе. Русские писатели и путешественники, посещая Крым, нередко дивились бездействию и апатии встреченных крымских татар. Для чего, мол, днями сидеть с трубкой у своего порога, если можно встать и улучшить свою жизнь? Никто из любопытствующих не получил внятного ответа на этот вопрос. И понятно почему. Перед заезжими господами не стоило откровенничать о грустном опыте последних десятилетий. Можно, конечно, встать и развернуть кипучую деятельность, но кто гарантирует, что на завтра из Петербурга не дунет новое политическое поветрие, после чего придется бросать все созданное и спасаться за морем, как это уже случилось со множеством родных и знакомых. Лишившись политических и интеллектуальных лидеров, отстраненные от принятия любых решений, крымские татары в российском Крыму ушли, как в подполье, в глубокую изоляцию. Тем крепче они держались за то, что у них еще оставалось – семья и мечеть. К счастью, власти не покушались хотя бы на это. Haberini yaşattınız mı? Remzi Kur'antasının gitti. O da gitti mi? Herkes o tarafa gitse Bahçesaray'da kim kalacak? Baba, ya telegraf ne demek? Bunu sen kaydan yaşattın? Bu kene bizim başımızga bela olgan kafirlerin uydurmasıdır. Sen onların işine karışma. Bu bizge gerekmiyor. Семья, мечеть и медресе при мечети остались последним местом, где можно было, затворив двери, жить вековыми традициями. Жить так, будто снаружи не шумит чужой и недобрый к тебе мир. Встать и улучшить свою жизнь было немыслимо. Империя располагала университетами и военными академиями, паровозами и фрегатами, заводами и телеграфом. А у крымцев имелись лишь семья, мечеть да родная земля, хозяевами на которой теперь были не они. Время за дверями неслось вперед, и разрыв в возможностях покорителей и покоренных рос с каждым днем. В
конце 1860-х годов в бахчисарайских кофейнях стал появляться хорошо одетый молодой человек. Мен оны айтам, урядник әфенди, vicdanыңыз бар ма? Мен тап кезлевден Мажар Арабанин келем. Он маған айта, «Йох, ясах!» Развернув свежую петербургскую газету, он вслух зачитывал присутствующим наиболее интересные новости, бегло переводя их с русского. Едва ли его чтение могло надолго отвлечь посетителей от их обычных бесед. Люди ходили в кавехане не за новостями с мрачных северных горизонтов, а чтобы в общении с земляками хоть ненадолго погрузиться в свой знакомый добрый мир. Не исключено, что порой на чтеца украдкой бросали ироничный взгляд. Гляди, мол, какой русский барин из бахчисарайского мирзы получился. Газеты нам читает простакам. За плечами у молодого человека, известного в городе как учитель русского языка Исмаил Мирза Гаспринский, была не длинная, но уже достаточно наполненная биография. Молодой учитель принадлежал крымско-татарскому дворянству, к тому, которое получило свои титулы не от ханов, а уже от царей. Его отец, поручик Мустафа Гаспринский, заработал потомственное дворянство 19 годами службы российской администрации в южных губерниях империи. Этническая дискриминация касалась знатного сословия несравнимо меньше, чем простолюдинов. Потому дворянский титул открывал Исмаилу карьерные возможности, немыслимые для его нетитулованных крымско-татарских ровесников. Однако распорядился он ими иначе, нежели доселе было принято у облагодетельствованных империей местных дворян. Отец готовил юному Исмаилу военную карьеру. Однако юноша отказался от перспективы стать царским офицером и на полпути бросил курс военного обучения в Москве. Но, вернувшись домой из России, он привез с собой нечто более ценное, чем офицерские эполеты – глубокую решимость вырвать свой народ из гибельной изоляции. Возможно, он принял это решение своими глазами, увидев контраст между ритмом жизни в двух бывших столицах – Москве и Бахчисарае. Действительно, на фоне упадка Бахчисарая, превращенного в захолустный и заброшенный заповедник для туземцев, светская Москва могла производить просто-таки блистательное впечатление. Вывод был однозначен. Соотечественникам следует немедленно выходить из изоляции, либо они навеки останутся в этом униженном состоянии. Но для того, чтобы поднять голову и заставить власти считаться с собой, крымцам требовалось в ускоренном темпе освоить весь багаж научной, технической и политической мысли, что накопился в мире, пока они не по своей воле были исключены из нормального мирового процесса обмена идеями и знаниями. Подсказка, как достичь этого, лежала на поверхности – через просвещение. Исмаил посетил Россию как раз в те годы, когда там ширилось народническое движение. Молодые дворяне и интеллигенты, возмущенные крепостническими нравами, шли в народ. Захватив с собой переносные библиотеки, народники направлялись в русские деревни, обучали мужиков грамоте, читали им лекции о науке и культуре. Наглядный пример высокоразвитого общества, которое можно построить с помощью просвещения и прогресса, демонстрировал Париж, где молодой Гаспринский прожил более 2 лет. Париж недаром считался культурной столицей Европы и на пути к прогрессу обгонял Москву не меньше, чем та обгоняла Бахчисарай. Трезво подмечая и достоинства, и проблемы европейского уклада жизни, Гаспринский был настолько впечатлен им, что по следам своего путешествия написал знаменитый утопический роман «Французские письма». Дав волю воображению, автор описал в романе мечту об идеальном обществе для своих соотечественников – фантастическую «страну блаженства», где европейские достижения цивилизации гармонично сочетаются с мусульманскими ценностями.
Стамбул, куда Гаспринский направился после Парижа, предлагал конкретные шаги, как воплотить эти мечты в жизнь. Хотя Турции, в отличие от Крыма, не довелось испытать иноземного завоевания, там за века накопились свои внутренние противоречия, сильно тормозившие развитие страны по сравнению с другими крупными державами. В турецком обществе уже давно шел спор о том, позволительно ли изменять вековые традиции и внедрять европейские заимствования. Этот спор, имевший особый интерес для крымского гостя, все еще продолжался, но в действительности османское государство уже давно повернуло к модернизации, и Гаспринский сделал выводы из этого. Вооруженный всеми этими впечатлениями, Гаспринский вернулся из странствий домой. Со всей энергией молодости он немедленно взялся реформировать привычный уклад бахчисарайской жизни. В частности, в том, что касалось главного, откуда и начинается любое просвещение – обучение молодежи. Речь шла, казалось бы, о мелочах. Например, о том, чтобы в бахчисарайских медресе обучали читать арабицу не по слогам, как это делалось ранее, а по отдельным звукам, что значительно ускоряло процесс обучения. О том, что собирать классы надо из учеников одного возраста, что в курс обучения, помимо арабского языка и каллиграфии, следует добавить и светские науки – географию, историю, арифметику. Сегодня может показаться странным, что такие сами собой разумеющиеся рекомендации вызвали возражения. Однако именно так и произошло. Преподаватели медресе не приняли предложенных реформ. Надо сказать, что в те годы для крымско-татарской молодежи, во всяком случае для основной массы ее, не имеющей дворянского титула, были доступны два вида школ. С одной стороны, традиционные мектебы и медресе, где из всех предметов остался лишь арабский язык, чтение Корана и каллиграфия, а с другой – так называемые русско-туземные школы, учрежденные по всей империи царским правительством. В этих государственных школах состав предметов был шире, но обучение велось преимущественно по-русски. А главное, официальной задачей этих заведений была ассимиляция, в том числе и религиозная, тех самых туземцев, для которых они создавались. Поэтому крымские татары крайне редко отдавали своих детей туда учиться. А поскольку Гаспринский и сам некоторое время преподавал в государственной школе, то неудивительно, что в традиционных медресе его предложения были встречены с настороженностью. Спор реформатора с консерваторами продолжался до самого конца жизни Гаспринского. Он написал немало статей, в которых справедливо упрекал своих оппонентов в том, что они ставят преграды на пути прогресса крымско-татарского общества. Но нетрудно понять и хранителей традиций. Сохранив через многолетние гонения хотя бы тот минимум, который им был позволен, они не желали рисковать тем немногим, что у них осталось. Ведь разве можно поручиться, что энергичный Мирза однажды не впадет в немилость у правительства и что из-за его реформ не будут закрыты сами медресе? Последние островки традиционного крымско-татарского воспитания в чужеродном российском обществе. Для Гаспринского не было иного выхода, кроме как с нуля создавать новый, не существовавший в Крыму ранее тип школ, которые не зависели бы ни от мусульманского духовенства, ни от царских министерств. И через многие годы напряженного труда ему удалось создать целую сеть таких учебных заведений, причем не только в Крыму, но и далеко за его пределами. Но до этой славы было еще далеко. А сейчас Гаспринский попытался обеспечить своим замыслом, как сказали бы сегодня, административный ресурс. Не стоит удивляться, что крымскому татарину удалось стать сначала депутатом городской думы, а затем и городским головой Бахчисарая. Имею честь уведомить собрание, что городским головой Бахчисарая утвержден потомственный дворянин Исмаил Мурза Гаспринский.
Пропуском к власти тут послужил дворянский титул. Тем более, что в бывшей ханской столице, в отличие от прочих городов Таврической губернии, крымские татары все еще составляли большинство населения. Однако пост городского головы оказался не настолько реальным рычагом влияния, скорее церемониальной должностью. Гаспринскому, к примеру, не удалось выбить из казны даже мизерных сумм для обогрева вечерних школ, не говоря уже о более масштабных проектах. Установка уличного освещения в городе, разбирательство с растратчиками казенного бюджета и прочая рутина – все это было полезной деятельностью, но она имела лишь косвенное отношение к основной задаче – просвещению. Силы надо было сконцентрировать на главном. И таким главным, причем самым успешным начинанием Гаспринского стало издание им первой крымско-татарской газеты. Решение на ее выпуск Гаспринский уже несколько лет выбивал в кабинетах имперских губернаторов и министров. Вынужден вам сообщить? Все усилия были напрасны. Ему неизменно отказывали, порой поясняя, что, мол, в провинциальном Бахчисарае будет невозможно организовать надлежащую цензуру каждого выпуска. Нецелесообразным. Тогда Гаспринский сам предложил наиудобнейший для господ цензоров формат. Крымско-татарский текст газеты будет полностью продублирован на русском, и даже само ее название будет двуязычным – «Терджиман» – переводчик. Собственно, Гаспринскому и нечего было скрывать от цензуры. Он не собирался печатать призывы к восстаниям. Гаспринский ясно сознавал, что крымско-татарское общество, преднамеренно загнанное на далекую обочину общественной жизни, в нынешнем его состоянии обречено на поражение в любой политической дискуссии. Чтобы вести такую дискуссию, а уж тем более борьбу за свои права, следовало как минимум встать на один образовательный уровень с оппонентом. И наращивать этот уровень полагалось постепенно, с самых элементарных азов. «Если хочешь помочь народу, начни с того, что доступно и выполнимо», – писал Гаспринский. По его замыслу, газета должна была раскрыть перед крымско-татарским читателем широкую панораму современной жизни. Ведь сведений о внешнем мире, особенно для тех, кто не владел русским и не имел доступа к османской прессе, в тогдашнем Крыму получить было неоткуда. Газета должна была рассказывать о других странах и о природных явлениях, о рекомендациях медицины и о новых сельскохозяйственных культурах, о воспитании детей и о достижениях технического прогресса. Словом, о всех сторонах современной жизни XIX века, о которых еще никогда не писалось на крымско-татарском языке. Разумеется, эта идея Гаспринского, как и другие его замыслы, немедленно вызвала критику. С одной стороны, выступали идеологи империи. Они открыто признавали, что крымский татарин, получивший современное образование и овладевший иностранными языками, гораздо опаснее для государства, чем самый воинственный религиозный фанатик. А с другой стороны, высказывали недовольство и некоторые соотечественники. Впрочем, их, как и в случае с медресе, понять нетрудно. Появление крымско-татарской газеты было нововведением на русский манер, а опыт последних 100 лет научил людей, что любые нововведения непременно влекут за собой и новые притеснения. Нареканий со стороны соотечественников Гаспринский не опасался. Он был уверен, что реальные плоды его начинания со временем развеют их недоверие. Но вот с имперскими властями было сложнее. Поскольку для издания газеты требовалось разрешение российских чиновников, их следовало убедить в политической целесообразности проекта. Потому Гаспринскому пришлось стать не только просветителем собственного народа, но и просветителем русских, подробно разъясняющим им намерения, потребности и надежды крымских татар, а заодно и других мусульманских народов империи. Хорошо ориентируясь и в мусульманском, и в русском обществе, Гаспринский взвалил на себя колоссальную ношу. Он вызвался стать посредником между покорителями и покоренными.
стать во всех смыслах этого слова переводчиком между двумя очень разными мирами. Специально для российской аудитории Гаспринский написал статью «Русское мусульманство», где с помощью исторических и политических доводов доказывал, что мусульманские народы – это не внутренние враги России, а ее вернейшие и благонадежнейшие подданные. Автор одобрял цивилизаторскую роль Российской империи среди подвластных ей мусульманских народов и лишь выражал досаду, что Россия еще не сознает, насколько возрастет ее величие, если правительство изменит отношение к своим мусульманским подданным и пригласит их как равноправных партнеров к совместному строительству просвещенной империи. Эта верноподданническая нота еще не раз повторится и даже усилится в написанных для русского читателя текстах Гаспринского. Вплоть до утверждений, будто русский мир и мусульманский мир являются естественными союзниками в противостоянии миру Запада. Неудивительно, что и Гаспринскому, как признавался он сам, порой доводилось слышать от соотечественников укоры, будто он стал более русским, чем сами москвичи. Был ли Гаспринский искренен в своем демонстративном российском патриотизме? Или его заявления служили лишь ловким обманным ходом, призванным успокоить цензоров? Много лет спустя дочь Гаспринского, Шефика Ханум, отвечая в интервью на подобный вопрос, высказала мнение, что отец не лукавил. Гаспринский действительно верил в то, что писал. Возможно, ему, успешно использовавшему для блага соотечественников свои привилегии российского дворянина, было легче верить в образ просвещенной и терпимой России, чем абсолютному большинству крымских татар. Однако двуличен он не был. Знаменитые слова Гаспринского «Тильде», «Фикирде», «Иште», «Берлик» можно понимать как лозунг, обращенный к миллионам. Но можно и как мудрое жизненное правило лично для каждого человека и прежде всего для самого себя. Проживи жизнь так, чтобы твои слова, твои убеждения и твои дела были едины и соответствовали друг другу. Вся биография Гаспринского свидетельствует, что этому правилу он следовал неукоснительно, даже если реальность и не всегда оправдывала его возвышенные мечты. Россия не поверила Гаспринскому. Слишком силен там был стереотип коварного татарина, который ради достижения своих целей готов говорить не то, что думает. И искренние призывы Гаспринского к сближению народов многими там воспринимались как прикрытие неких скрытых злокозненных планов. Тем не менее, его обращение к русской публике было замечено и принесло свои результаты. Пока Гаспринский сражался под чиновным кабинетом за право издавать газету, приближалась юбилейная дата – столетие покорения Крыма Россией. Это событие собирались торжественно отмечать, подводя, так сказать, итоги века. В плане промышленного, градостроительного, торгового развития Тавриды империи было чем похвастаться перед самой собой. Однако перед крымскими татарами, которым в свое время Екатерина II обещала покойное и безмятежное житье под российской державой, хвалиться было нечем. Непрекращающаяся массовая эмиграция, когда, по выражению Гаспринского, в степях полуострова осталось больше надмогильных камней, чем людей, свидетельствовала, что обещания остались пустым звуком. Что-то существенно менять в отношении к таврическим инородцам, конечно, не хотелось, однако сделать им некий подарок к юбилею все-таки следовало. И в верхах вспомнили об бахчисарайском дворянине, который декларирует преданность России и уже несколько лет просит дозволения издавать туземную газету. Газета была разрешена. Первый номер терджемана-переводчика вышел 10 апреля 1883 года, лишь на 2 дня из-за задержек цензуры, опоздав к юбилею. Выпуск начинался с хвалебной передовицы о столетнем процветании Крыма под властью российской монархии. Но не эта дань вежливости властям была главным содержанием газеты. При всей своей лояльности и аполитичности Гаспринский одержал крупную политическую победу. Ею стал сам факт первого в истории выпуска крымско-татарского печатного органа. Теперь, благодаря терджеману,
крымские татары впервые вышли на информационное поле как равноправные участники общественной дискуссии, а в скором будущем и политической борьбы. Путь к этому был еще долгим и очень трудным. Гаспринский потратит на издание газеты и собственные сбережения, и приданое жены. Ему пришлось не по одному разу объездить все мусульманские регионы империи в поисках подписчиков для терджимана. Ему пришлось принести и другую жертву. Неочевидную для посторонних, но очень весомую для любого творческого человека. Ведь Гаспринский, создавая для терджимана многие тысячи простых и коротких статей по всем вопросам, практически лишился времени на написание масштабных, фундаментальных произведений, которые в первую очередь и обеспечивают посмертную славу любого писателя. Но он свою славу видел в другом. В благодарных письмах читателей, в успехах выпускников школ нового типа, в облике нового поколения крымско-татарской интеллигенции, которая выросла на глазах у Гаспринского за годы его трудов. Efendiler, artık padişah yok. Halkımız kendi devletini kurmak fırsatını elde etti. Выйдя из затворничества, эта новая интеллигенция, в точности, как и призывал Гаспринский, научилась широко и трезво смотреть на внешний мир. Много читала на разных языках, получала современное образование в России и Турции, смело и грамотно вела дискуссии, создавала политические движения и готовилась к борьбе за свои права. И даже если кто-то из них порой упрекал старого учителя за то, что он аполитичен и недостаточно радикален, для Гаспринского это было не укором, а наградой. Ибо именно такую смену, более смелую и более свободную, он и готовил себе. Некоторые мысли недозволены нам. Оставим их поколениям, которые придут потом. Многозначительно писал он, наблюдая за политическими волнениями 1905 года. Участие Гаспринского в учреждении и первых съездах партии российских мусульман привело к ужесточению государственного надзора над ним. Гаспринский не собирался менять просвещение на политику. Он считал партию лишь полезным инструментом для своего главного дела и не поднимал сугубо политических вопросов. Тем не менее, в 1911 году за Гаспринским была установлена негласная слежка. А летом 1914 с началом Первой мировой войны над его издательством была установлена особо строгая военная цензура. Но эти ограничения уже ничем не могли помешать Гаспринскому. Главное дело его жизни было сделано. Впервые со времен Крымского ханства у крымско-татарского народа появился общепризнанный моральный лидер, который нашел средства, способное превратить угнетенный народ из объекта эксплуатации в творца собственной судьбы. Это чудесное средство называлось знание. Похороны 63-летнего Гаспринского осенью 1914 года превратились во всенародную манифестацию, переполнившую улицы бывшей ханской столицы. Лишь теперь стало очевидным, что интеллектуальная среда, за 30 с лишним лет созданная Гаспринским вокруг его издательства и школ нового типа, заменила для крымских татар многое из того, чего народ на трудном историческом этапе оказался лишен. И академию, и национальную библиотеку, и информационное агентство, и внешнеполитический департамент. А если вспомнить и политическую деятельность Гаспринского, то и парламентскую ассамблею. И когда через 3 года империя рухнула и рассыпалась вдребезги, люди, воспитанные на идеях Гаспринского, оказались вполне готовы вступить на изменившуюся сцену мировой истории наравне со всеми прочими участниками событий и смело заявить о своем праве участвовать в решении судьбы своей Родины.